Ребята, всем привет! Сегодня очередная рыбалка на реке Мокша. Сразу же хочу извиниться перед подписчиком Александром с поселка Сатис. Саш, я снова в очках, ну просто как бы солнце светит в глаза. Ну и очки для спиннингиста, хорошие поляризационные очки, это очень важный атрибут, как я тебе уже написал в комментариях. Ну, просто так надо, но все равно извини. Значит, сегодня какая у нас рыбалка? Я поднимаюсь вверх по течению сейчас под маленьким мотором трехсильным Yamaha, который мне любезно предоставил мой друг Валерий Викторович. Буду подниматься, а потом сплавлюсь. Такая рыбалка у меня уже была в прошлом году, ну, успешная, были поимки головля, таких хорошеньких экземплярчики тоже попадались. Вот, попробуем, потестируем кое-какие воблеры, которые у меня новенькие там появились. Надеюсь, у нас что-нибудь получится. Значит, должен подняться сейчас ко мне друг Роман, он отдыхает с семьей ниже по течению. Сейчас там, видимо, проснулся, попьет чай, сделает все свои дела и тоже ко мне поднимется, отписался. Вот. Ну, буду подниматься, может быть, где-то останавливаться, покидать немножко, да, потом снова подниматься. Ну, посмотрим, не знаю, докуда поднимусь. Вот, скорость у меня под этим мотором небольшая, наверное, такая же, как под электромотором, потому что удлинителя румпеля у меня нет. Я его любезно подарил Роману в свое время, подумал, что не понадобится никогда. Вот, поэтому потихонечку поднимаюсь, останавливаюсь, где-то кидаю, и потом с плавом пойдем к машине уже. Ну все, начинаем. Поднимаюсь я и остановился вот на этом месте. Запомнилось оно мне с прошлого года. Отсюда я поймал несколько головлей. Там какие-то затопленные ветки. И отбиваются струи. Попробуем. Да, маленько не добрасываю что-то. И воблер перехлестнулся. Нужно было бросить якорь немного поближе. Но сейчас сместимся. Сейчас, если добрасывать не буду, то поменяю позицию. Есть. Ребята, только сменил позицию. И сразу голавлик. Не крупный, я так полагаю. Но сорвался, да, не крупный голавлик был. Или не сорвался? Нет, сорвался. Правильная постановочка и сразу же бах, голавлик. Но судя по поклевке, был небольшой. Место определенно рабочее. Только реализовать поклевочку мы не смогли. О, еще одна, смотрите, сразу же. Просто поменял позицию. На следующем забросе опять сидит рыбка. Остановился я не зря. Ой-ой-ой, а рыбка-то покрупнее, чем я думал. Давайте дадим ей маленечко устать. Ух ты! Голавлик такой грамм 500-600 у нас на крючке. Воблер с нитками, он супер. Именно на этот воблер я в прошлом году здесь ловил таких голавликов. Подумал, и сейчас нужно поставить его. Так. Опа!
А вот и первая рыбка у нас с вами. Так. Давайте взвесим. Сейчас достану весы, и мы с вами его взвесим. Рыбалочка у нас только началась. Тихо. Вот такой вот голавлик. Опа. Да, а голавлик-то оказывается на 800 граммов. Ну, неплохая рыбка, я вам скажу. Давайте его отпустим. Ребята, отпускайте, пожалуйста, рыбу. Тем более голавля. Голавль — это рыба не для еды, а для души. Крутяк. А вот и Ромка шпарит, он там в позе капитана. У него есть румпель, который я ему задарил как-то. И вон он что делает. Здорово, Роман! А нет у тебя маленького румпеля случайно с собой? Маленького румпеля. Хреново, Роман. Есть. Есть, хороший. Завел, что ли, куда? Не, сидит. Куда-то завел там. Хорошая рыба. Хороший голавль. Ну, такой же, наверное, как и на том месте. Воблер тоже с нитками, он супер. Что-то не менял, пока шел. Да, и хороший голавль. Смотрите, какой. Красавец. Под килограммчик. Примем подсачником сейчас. Опа! Отлично. Ох, отцепился. Этого обязательно взвесим. Может быть, я побил свой рекорд по голавлю. Хороший голавль. Смотрите, какой. Обязательно нужно взвесить. Нет, ребята, я не побил свой рекорд. Напомню, рекорд у меня килограмм 300 граммов, а этот 1 килограмм 115 граммов. Отличная рыба, смотрите какая. Ух, красавец. Давайте его отпустим скорее. Ух, спасибо тебе. Отличная рыба. Да. Воблер зацепился в подсачнике. Вот смотрите, вот на этот воблер с нитками он супер. Отличная приманка. Крючки, конечно, здесь надо заменить. Еще в прошлом году хотел заменить и так и не заменил. Ну что, продолжим. Пока приятные поклевочки такие. Поводочек загнул. Использую стальной поводок. Ввиду того, что может щука откусить. А флюорокарбону я больше не доверяю после того, как
оборвался у меня узел, ну там может быть шнур подвел там или узел там, не знаю что. ФОП от Ponton 21, кто в теме, тот понимает, о чем идет речь, был потерян, и с тех пор я с флюром полностью завязал. Продолжим. Бля, завел за корягу. Давай, выходи. Блин, ребята, ну что, надо идти как-то отцеплять. Хорошая поклевка и зацеп. К сожалению, поклевку не заснял. Так, сейчас пойдем туда, короче, тогда. Что-то будем придумывать. Вот он, голавлик, ребята, вывел из коряги. Работает камера, работает. На чабика, блин. Так, только не дергаться. Так, меня тут затягивает. В коряге. Что-то кидал, не клевало или не клевало. Камеру отключил. И бабах. Голавлик небольшой. Да что такое? Так, нужно будет еще отсюда сейчас как-то выбраться. Ну все, отпускаем. Вот такая рыбка. Небольшая, но очень бодро клюнула. Утопили. А? Бесполезно, здесь рыбы нет. Ну, это у вас нет, у меня есть. Откуда гребем? Откуда гребем? Со старого города? Хлебников. За нами бежит. Все бегут. Рыбка есть? Есть. Слава Богу. Удачи вам. Хорошей рыбалки. Спасибо и вам. На дальний кордон. Михалыч. С Темникова идут. С Темникова идут. Так, я поднялся. Сжег, наверное, 1,5 бака бензина. Я не знаю, сколько там заправка. 2,5, там может 3 литра у него. Все, начинаю отсюда сплавляться потихонечку. Если будет что-то попадаться, я вам покажу. Все, пошли вниз. Голавль сел без поклевки. Не крупный. А, ну вот сам отвалился. Что-то камеру не включил. Иду потихонечку, поглядываю, как бы тут в корягу не впороться. Здрасте. Рыба есть? Ну, Как обычно, рыбы нет. нет, рыба есть, но плоховато клюет. Щучка, да? Голавль. Голова. Здрасте. Ой-ой. Всех щук поймали. Мы головля ловим. Это какой-нибудь поппер, да? Ну, на воблеры, на маленькие. Блин, сошел на. Ох, ребятки, сошел один вот сейчас голавлик. Перед этим была тоже поклевка, но не заснял. Иду. Кроме байдарочников ничего интересного нет. Во, что удалось поймать.
Ай, блин, вот так вот один раз мне вот такой же маленький голавлик всадил воблер в палец. Ох ты, охальник. У Романа не клюет. Роман приуныл и поплыл туда. У него там семья, жена, дети. Ну, а я еще покидаю. Тоже вот иду с плавом. Было несколько поклевок. Нифига не клюет. Уже нормально так прошел. А поклевок-то особо и нет. Но я унывать не буду. До машины потихонечку буду идти. Если что-то клюнет, обязательно вам покажу. Как говорится, ну, наконец-то. Маленький голавлик, блин. Сейчас там вот шел с плавом. Стая вот таких вот была. Вернулся назад, встал на якорь, кидал. Так ни хрена ничего и не клюнуло там. Все, опять поднял якорь. Иду с плавом, и вот голавлик клюнул. Я думаю, что навряд ли удастся поймать еще поклевку на камеру, потому что, блин, ну, откровенно не клюет. Начал дуть ветер, как бы, а для голавля... Ой-ой! Это не очень хорошо. Лучше бы, конечно, если бы не было ветра. А ветра не будет только вечером. Но что-то до вечера особо не хотелось бы. Поэтому пойдем с плавом, если поимки какие-то будут. Или где-то на якорь встану, там, может быть, покидаю. Включу камеру. А так не вижу смысла даже как бы записывать пустые забросы. Интересненький момент. Вот включение камеры. Иду, поклевок нет. Тут забрасываю под бой. Я не понял, думал, за коряшку что ли зацепилась. И голавлик догнал. Опять не крупный. Вот такой вот маленький. На воблер ручной работы. Мастер Сергей Зябликов. Так, давайте его отпускать. Зафиксировать получше. Ну, небольшой. Воблер толстяк. Присел, устал стоять. Ну, с плавом иду. Вот сейчас опять заброс. И вот такой игрушечный голавлик клюнул. Вот маленький. Все мельче и мельче что-то пошла рыба. Воблер все тот же. Кругом одни завалы. Страшные коряги. Но очень красиво. Есть, ребята. Хороший.
Лишь бы не сошел. Спиннинг в дугу. Я думаю, что вот это трофей. Вот это да! Кто это? Монстр Килл. Вот это трофей. О, он завел, что ли, куда-то, не пойму там. Щука, что ли, блин? Ты-то тут откуда, блин? Мне же нужен голавль, блин. Ну-ка иди сюда. А, завела, что ли, куда-то? А. Блин, я думал, голавль. Жаба клюнула, блин. Не вижу, как заглотила, блин, лишь бы не перекусила. Поводочек маленький. Ну, тебя я заберу на котлеты тогда. Обломала мне весь кайф. Сюда иди, блин. Блин, на лайтовом спиннинге, ну, конечно, кайфец. Блин, я думал, это трофейный голавль, блин. Сюда иди, блин. Такая, наверное, под полторашку. Смотри-ка, что борется она. Ай, красотища. Блин, смотрите, нету головля. Это то место, где я поймал первого головля на 800 грамм. И все, кидаю. Ни хрена не клюет, блин. А тут, оказывается, он щука пришла, тут всех распугала, походу. Если сойдешь, тебе повезло. А если не сойдешь, то из тебя будут котлеты. Ах. Блин, полностью воблер провалился к ней в пасть. Ну такая, что-то там, наверное, около двушечки, что ли, блин. Блин, поводок. Ну торчит, не перекусит. А, что делает? А, все, сошла. И воблер остался у нее во рту. С митками он супер. Блин, я думаю, что, блин, там, ну, 1200, 1500 рублей, блин. Ну ладно, что ж теперь, блин. Это рыбалка. Да, расстегнулся этот, как его, карабинчик, и все, и ушла. Блин, ну вот это досада. Потеря потерь. Ну ладно, хоть эмоции получил, блин, и на том спасибо, блин. И для вас классные кадры. Ставим лайкосик, блин, ну, я не знаю, я думаю, блин, если она не освободится, то она, наверное, погибнет. Щучка такая в районе двушки. Печалька. С митками он супер. Ай, рыба клевала на нее супер, но, увы, печаль. Как я говорил в начале видео, именно для этого я и ставлю металлические поводки. Потому что в прилове может быть зубастая, если бы не было бы металлического поводка, она просто бы срезала и все, и ушла бы, да. Ну, подвела застежка. Сегодня я с ней отрыбачил весь день, мы поймали 2 хороших головлей, какие-то были зацепы, там на ветке забрасывал, где-то сдергивал, там, да, подустала, видимо, застежечка.
Да, ну и щука дала сильный бой, такое сопротивление здесь на течении, что не справилась застежка, как бы маленькая. 14 номер, по-моему, да, 14 номер Лайки Джон. Вот такая вот. В принципе, к ним нареканий не было никаких. Ну, рыбалка — это такое дело, как бы. И дорогое, и удовольствие, и разочарование, и все остальное. Эмоции, одним словом. Ну, поставим другой воблер. Воблеров тьма, да, как бы, ну, вот за последние там крайние рыбалки потерял Чабика СССР-ку. Сейчас вот этот воблер ушел. И какой-то еще там, забыл, как называется. Доджер. Вот, вспомнил, у меня просто вот лежит здесь такой. И доджер потерял. За траву зацепился, дернул, оборвался. Поэтому, в принципе, я заменил шнур. На этой рыбалке у меня новый шнур. Решил усилиться, взял единичку. Раньше ловил 0,8. Сейчас единичка по японской классификации. Ладно, что грустить-то. До машины осталось, в принципе, еще немного. Братцы, только поплакался, отключил камеру, делаю заброс. И кто это? И маленький голавлик снова у нас на крючке. Да, видимо, богиня Мордовской реки Видява решила вот так вот меня отблагодарить вот таким вот маленьким голавликом за потерю воблера, да, сразу же. Да, щучка. Щучку я отсюда прогнал, и голавлик прибежал. Разговаривает он еще. Вот такой вот. Беги, дорогой. Надеюсь, это не щука. Продолжаю спускаться потихонечку. Блин, еще ослабить, что ли? Кто это? Ну? Жерех, что ли? Жерех, ребята. Хороший. Хороший жерех. Вот здесь вот в коряжнике, короче. Ну давай ты еще мне тут это. Да что такое? Блин, тянет на корягу, на здоровую. Да куда? Ну-ка назад. Ну, под мотор не лезь. Коряга, 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 коряга. Под мотор ушел, сука. В подсачник войдет, что ли? Жерех такой тоже килограмм с лишним, наверное. Еле сидит, что ли. Давай уже сдавайся. Что началось-то тут? Давай. Хороший жерех, ребята. Обалдеть. Блин, на корягу тянет. Так, сюда сейчас пока между ног положу. Коряга, коряга, коряга. Сплав помог, что такое дело. Давайте мы его взвесим. Сейчас, подождите секундочку.
Так, 1 килограмм 360 граммов. Вот такая рыбина клюнула. Так, давайте ее отпускать. Ушел под лодку. Так, нужно проконтролировать, чтобы он ушел. Так, ну, не вижу, чтобы он это по поверхности плавал. Все, ушел. Неплохо, неплохо, ребятки. Такого жерешка еще завалили мы с вами. Воблер кидаю. Ну, тут меняю я их, как бы. Какие-то попадают в кадр, какие-то не попадают. Но вот этот снова попадет в кадр. Это воблер толстяк ручной работы от Сергея Зябликова. Все, не вижу жереха. Не всплыл, ушел. Недолго я его тут мучил, пару раз сфотографировал. И все, отлично. Ладно, продолжим. Извиняюсь, что не на камеру, как говорится, да. Фрикцион подтянуть, голавль небольшой, мне кажется. На приводнении воблера схватил. Куда ты там? Смотри-ка, что завел за корягу. Цуёки агент. Ну, что могу сказать? Ахальник. Блин, завел за корягу, нужно... Отключаюсь, сейчас встану на мотор, поднимусь, буду что-то делать. Рыба по-прежнему на крючке. Вроде как. Только она куда-то завела. Блин. Она там бьется. Но куда-то завела за корягу. Чуть повыше надо встать. Вышел. Ну, не сказать, чтобы совсем маленький, ну и не крупный. Вот такой вот голавлик. Что это такое тут? Непонятно, трава какая-то, да? Цуёки агент. Решил, думаю, покидаю на такой. Как я уже говорил, экспериментирую с воблерами. Сначала вроде зацикливался, один кидал, потом думаю, что тут воблеров целая коробка, блин, нужно, точнее не одна даже. Ой, разговаривает, смотрите, что. Вот такой вот голавлик клюнул. Красивая красноперая рыбка. И воблер Цуёки агент 36F. Давайте отпускаем его скорее до дома. Напугался чай, наверное. Отложил пару кирпичей тут. Но хитрый тоже. Завел за какую-то корягу, там сразу спрятался. Но мы справились. Ну что, до машины не особо много. Время 3:30 вечера. Я тут со скольки там, на воде, наверное, часов с 7 утра. Бутерброды лежат в рюкзаке, даже не доставал. Наверное, все-таки сейчас отключаюсь, попью чай.
И вот еще один. Руссу туристу. Че, уху жарите? Нет? Нет? Голавль. Ну все, я отпустил, поймаете потом. Это, мол, кто так кричит. Вон какая-то эта интересная птичка. Ней он воблером. Как называется, напишите в комментариях. Есть. Сорвался, блин. Некрупный голавлик. Фух. Приманка Ronin Rush от компании Ronin Rush. Есть. Что там, за корягу завел, что ли, опять собака? А я думал, там голавль на 2 килограмма. А он схватил, и он за дерево спрятался. Отбил воблер при помощи отцепа, но голавль свалился как бы с него, когда за корягу завел. Спас чабика. И это хорошо. Берите всегда с собой на рыбалку отцеп. Это поможет вам сохранить ваши дорогие приманки. Опа, уже прям возле лодки схватил. Стоять, бояться. Все, вот такой вот малыш. Да, что-то не планировал я так допоздна. Время-то уже, блин, 5 часов. Но я очень далеко поднялся. И поднимался с остановками. Ну, остановки дали результат. А на сплаве особо поклевок нет. Чтобы прям вот конкретно. Прям как-то очень
плоховато клюет, честное слово. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Ну, в целом было все вроде неплохо, неплохое начало. 2 хороших головля. Потом, ну, мелочь клевала, блин. Я думаю, около десятка-то поймал я там, маленький, да, но вы все видели. Печальная ситуация с воблером, конечно, да. Ну, было бы хуже, если бы я его просто оторвал об корягу, да. Ну, здесь поклевка щуки. Неожиданная, конечно, но, как говорится, рыбалка есть рыбалка. Схватила, оторвала, утащила. Постараюсь купить новый. Да, порадовала поклевка жереха. Хорошего, да, за килограммчик. Вот, ну, что хочу сказать. Постараюсь в следующие выходные, Бог даст, выбраться конкретно по щуке. Буду ее пороть. Просто жестко за такие дела. Поеду в Рязанскую область. Если все сложится, карты лягут как надо, съезжу в Рязанскую область, там к товарищу, к подписчику своему. Там какое-то, ну, озеро, не озеро, водоем, не водоем. Он тут выложил видео, там поклевывает щука на воблеры. Есть огромное желание туда съездить. Ну, посмотрим, что получится. Все, ребята, блин, устал. Закончилась вода, блин. Сейчас до первого ларька куплю воды, блин, попить. Умотался, блин, с утра. Время 5:30 вечера, блин, выжатый как лимон. Завтра на работу. Все. До новых встреч. Увидимся на воде. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, кстати.